просто какой-то замкнутый круг. Бесконечная мясорубка. Вся эта жестокость. Жестокость? Да. Она громкая. Кровь, крики, месть. Это то, что вы, писатели, любите. Драма, конфликт, зрелищность. Ну при чем тут зрелищность? Да просто глупо, бессмысленно. Один выбил глаз, другой отомстил. А ради чего? Ради понятий? Ты права. Это театр для дураков. Они думают, что борются за справедливость, а на самом деле они меняются ролями. Палач – жертва. Завтра – наоборот. А теперь представь, что бывает, когда зло еще и лишено всякого смысла. Когда нет ни мести, ни злости, ни понятия. А что вы имеете в виду? Самое страшное зло – тихое. То, которое нельзя ни ударить, ни поймать. То, которое просто есть. Оно не приходит с ножом. Оно рождается внутри тебя. Болезнь? Тихий вор. Он сидит в тебе и потихонечку съедает тебя изнутри. Ты улыбаешься, мечтаешь, а внутри пусто. Мир вокруг тебя остается прежним, а ты в нем чужая. Еще один день, и каждый из них кажется таким коротким, но в то же время таким бесконечным. Как будто жизнь — это не прямая линия, а запутанный лабиринт, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются. Жизнь — это не просто набор событий, это палитра эмоций, калейдоскоп встреч и расставаний, симфония радости и печали. И все это проносится мимо, как будто смотришь фильм на перемотке. Мы можем лишь пытаться удержать ускользающие мгновения в памяти, но они все равно туснеют, как старые фотографии. Любовь, дружба, семья. Разве это не то, что придает жизни смысл? Но как часто мы позволяем суете, обидам и страхом разлучить нас с теми, кто нам дорог? Еще один день. Какой сегодня день? Интересно, каким он будет? Это болезнь. Она словно крадет куски моей жизни, мои мечты. Но я сильная. Я справлюсь. Мама и папа, они так переживают за меня. Иногда мне кажется, что я причиняю им боль своей болезнью. Но я знаю, они любят меня. Они всегда рядом, поддерживают. Надеюсь, они гордятся мной, той, которой я стану, когда выздоровлю. Если бы не эта болезнь, я бы сейчас меньше их беспокоила. Когда я выздоровлю. О, сколько всего я сделаю. Поступлю в университет, стану, может быть, журналистом или фотографом. Увижу мир своими глазами, а не через картинки в книгах. Если б не эта болезнь, я бы уж вовсю готовилась к экзаменам. Но из-за этих таблеток у меня в голове сплошной туман. Доброе утро. Ты уже проснулась? Держи. Пора принимать лекарства.
Это, наверное, моя новая сиделка. Они меняются так часто, что я не успеваю запоминать их имена. И снова эти лекарства. Такое чувство, будто от них мне становится еще хуже. Постоянно хочется спать. Но мама говорит, что они помогут мне быстрее восстановиться. А как вас зовут? Я Жанара. А ты помнишь, какой сегодня день? Какой сегодня день? Сегодня особенный день. Особенный? День, когда все мои мечты начнут сбываться? День моего выздоровления? День твоего рождения. Ах да, из-за этих таблеток я все забыла. Значит, я сегодня увижу своих родителей, друзей и, скорее всего, Алана. Сегодня придут гости, поэтому я подготовила для тебя платье. М? Как тебе? Нравится? Красивые. Его только погладить нужно. Я бы могла сама погладить. Да не стоит. Мне сложно. Хоть родители наняли вас присматривать за мной, но я же ведь не парализована. Тебе нельзя много двигаться. Я лучше сама все сделаю. Как скажете. А у вас есть дети? Да, сын и дочь. А сколько им лет? 14 и 11. А муж у вас хороший? Ну, я не жалуюсь. Мой будущий муж Алан. Он тоже хороший. Я вас познакомлю сегодня. Хорошо. А знаете, вы мне нравитесь. Надеюсь, вы задержитесь на этом месте. Предыдущая сиделка мне совсем не нравилась. Она мне запрещала есть мое любимое мороженое. И что с ней стало? Ее уволили. Она была воровкой. Выносила из дома все ценности. Благо, я ее разоблачила. Вы не такая. Ладно, пора завтракать. Красивое платье. В таком платье будет не стыдно показаться на глаза всем моим близким. Думаю, Алану понравится. Какое красивое платье. Алану точно понравится. Интересно, а он точно придет сегодня? Ведь он любит меня, и я люблю его. Наша любовь особенная. Когда мы поженимся, мы будем понимать друг друга без слов, поддерживать во всем. Вместе пройдем через трудности, построим наш собственный мир, наполненный счастьем и смехом. Если бы не эта болезнь, мы бы уже планировали наше первое совместное лето. Что-то я устала. От этих таблеток постоянно хочется спать. Вздремнул-ка я, пока гости не пришли. Не хочу выглядеть уставшей перед ними.
Ну как? Тебе нравится? Да, очень. Ну все, ты готова? Пойдем? И да, у нас полностью этих уже убирают эти звенья. Ну да. Наконец-то 18. Все здесь. Мама, папа. И Алан наверняка тоже. Я так волнуюсь знакомить его с родителями. Надеюсь, они поймут, насколько он мне дорог. Какие добрые лица. Но кто это? Я их не узнаю. Где мама? Где папа? А Алан? С днем рождения, мам. Время. Вот самый безжалостный режиссер. Она не дает нам передышки, не позволяет вернуться назад или заглянуть вперед. С днем рождения вас. Долгих лет вам, долгих лет жизни вам. Желаю вам долгих и счастливых лет жизни, чтобы вы всегда были рады. Мы вас очень любим. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. С днем рождения вас, Анжея, счастливой вам жизни, долгой жизни. Желаем вам счастья, долгих лет. Мы вас обнимаем, любим, ценим ваши волосаки. Крепко обнимаем вам. Спасибо. Все хорошо? Ты не устала? Все хорошо. Когда придет моя мама с папой?